Друзья, всем привет! Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы с вами посмотрим нашу экспедицию, тест лодок на горной реке, то есть в условиях, когда очень бурное течение. Ну и в целом такой первый выезд летом этого года. Соответственно, у нас наша большая команда. Как мы сюда добрались, смотрите прямо сейчас. Испытано на себе. Ну что, у нас раннее утро, мы выдвигаемся на паром. Сейчас посмотрели, вроде по камерам очереди нет. Все загрузились. Можно одного к нам ехать? Ну что там? Одного к вам можно? Да, смело. Друзья, ну что, мы выезжаем. Впереди у нас много километров по земле, потом еще больше километров по воде. Начинается наш выпуск «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Прибыв на паромную переправу, мы поняли, что посмотрели не ту камеру. Онлайн-наблюдение позволяет оценить обстановку, но так как сезон только начался, как-то мы не сориентировались и, видимо, увидели часть огороженной площадки и трассу. Нам же надо было посмотреть камеру накопителей. В общем и целом это бы ничего не поменяло, просто мы бы ехали не такими воодушевленными на паром. Не сказать, что ожидание было долгим, да и ожидание было достаточно полезным. Был прикручен румпель на один из лодочных моторов, и приблизительно через часа два наш сектор начал двигаться, и загрузка началась. Интересный момент, мы сейчас на пароме, вот оплата, легковой автомобиль Chevrolet Tahoe, 1400 рублей, и ГАЗ 66 1700. Представляете, да? Интересно, у тебя сколько вес-то? А? Сколько? У меня? А вот тонн. Ну, считай, полная масса 5900. Почти 6 тонн. Машина весит, ну, больше 2 раз, да? Реалии такие, что сейчас мы находимся в Нижней Бестяхе, переправились, заправились, докупили продуктов, и время сейчас 1:30 дня, то есть мы приехали к парому где-то в районе 8 часов утра, отстояли очередь, прошли на пароме, и вот такая вот пока ситуация. Немного у нас сдвигается, изменяется, ну, временные рамки маршрута, ну, в принципе, это как бы такое обычное дело. Но вот впереди у нас около 300 километров пути, и затем мы должны будем поставить лодки уже на воду. Так, у нас впереди шел 66-й, и там была такая большая лужа. Ну, не то, что большая, она очень глубокая. У нас, так как прицеп
достаточно длинный. Думали, здесь объезд, и попали в тупик. Сейчас у нас процесс разворачивания, и идем обратно. Правая задняя? Ну, это надо облачно. Вовремя заметили? Да, почти. Без приключений не решили не доезжать, да? Давай. Что, где? Домкрат есть? Домкрат? Да. Да. Он тут не пойдет? Он поднимет? Или такой? Такой? У тебя на него? Нет, у него такой на. А где колесо? Сколько вес-то? Знаешь, в чем прикол? Что домкрат вот с той стороны и самый впереди. Подлодки. Под лодками. Не добравшись несколько километров до места спуска на воду, у Шишиги спустило колесо. Те, кто смотрит наши выпуски, уже знакомы с Шишигой и внутренней частью Кунга. Под мягкими сиденьями, которые раскладываются во внушительный спальник, находятся рундуки для технического инвентаря. Так вот, нужный нам домкрат на 10 тонн находился в самом конце Кунга, под всеми 3 лодками, которые мы туда загрузили. Многие скажут, что нужно было домкрат положить поближе, и будут, несомненно, правы. Но что поделать, подобный прокол за последние годы эксплуатации этого автомобиля был впервые, и мысли о домкрате во время загрузки Кунга были не на первом месте. В любом случае, вся команда начала работать как единое целое, и, достав домкрат, мы оперативно поменяли колесо. Так, ну все, операция закончена. Пит-стоп, ГАЗ-66. Так, установка трансовой плиты в шерпу. Это опция, да? Да. Удлинение получается вообще. Усиление, удлинение косы. Все, и чтобы она никуда у нас не слиняла, мы ее фиксируем. И вот так.
Сейчас мы подготовим и поедем. Все будет хорошо. Это выдробосс ездит. Выдробосс. Серега, выдробосс. Сам босс катается. Родные ямаховские. Покажи катер. Такие должны быть. Стоят тут китайские свечи. И не работают. Давай этим начнем пробовать. Работает он, нет? Да. Он должен работать. Должен. Ключевое слово. Он должен, да. Круто. Дай, Иваныч. Иваныч. Так, первый запуск. Так, ну что, после сезона зимнего мотор завелся, запустился. Нормально. Слушайте, ну я не могу полный газ давать. То есть лодка пустая, на винте. Просто страшно. Так вроде, ну самое главное выяснить, ведет руль или нет. То есть нормально. В целом идет прямо. Никаких таких дискомфортных ощущений нет. Так что думаю, все в порядке. Можно загружать лодку. Ну, получается, что выходит, что лодка, так как она на винте, единственная среди лодок, которые сейчас стартуют сегодня. Поэтому, скорее всего, здесь будут самые тяжелые вещи. Напомню, что грузоподъемность у этой лодки 1100 килограмм. Ну, в целом и проверим, посмотрим. G-Wave. Испортил, да? Так, и 200 еще. А, нет, использованный. Нет, она как? Использованный, открытая же уже. 0,8. 200 грамм уливай. 0,6. До 0,6. И нам это 5-литровый канистры надо, да, приобрести побольше. Это что-то кого-то. Вот таких?
Олег, это вот натяни, не рви, все, она пойдет. Да. Ты и перед не включал, на одном сзади. Да, а у меня там проблема включать. Мы запаковали лодки. Такая вот загрузка. Вот так. Ну, соответственно, у нас на винте 2 лодки. Аян и Шерпа. Все вещи, короче, у нас поместились. Думали, может, не поместится, но все нормально. Вот, сейчас мы трогаемся. Хотя немного не по плану, чуть позже, чем мы планировали. Все готовы, да? Да, я даже сумки, видишь, положить не могу. Некуда положить. Чья рация? Полная загрузка. Испытано на себе. Так, мы сейчас перекинем водомет, поставим. Для этого нужно поставить разъемный транец. Раньше у меня был, как называется, подъемный транец, да? Да. То есть можно было, не снимая мотор, все это делать. Но сейчас проверим, как это работает, сколько сил Сколько времени это? Да, сколько времени затрачено. Когда был подъемный транец, соответственно, где-то около 30 минут уходило полностью на замену. Сейчас, я думаю, будет гораздо больше. Так, давай. Еще один. Эй, вы что так неправильно поднимаете? Надо напрямую спину. О. Ты так вот скажи. 2, 3. Ого, себе. Не? Ага.
Ясно. Все? Все. Поскольку. Все. Нога. У меня не получается. Там некоторые надо вытащить. Что вытащить? Да, вот так вот. И гулять. Топор-то местный? Да. Ты что, один раз руки сломаешь? Одного тебе мало. Так. Решили немножко переделать, так как при большой нагрузке свыше 80% вода заливает вовнутрь. Не пожалели ради этого канистру. Посмотрим, что из этого выйдет хорошее. Все, погнали? Пока не заводили. Надо отметить, что этот самодельный брызговик сделал свое дело. Он убрал дискомфорт от брызг и позволил давать полный газ на этом 6-метровом грузовике. Испытано на себе. Заменив винт на водомет и оставив часть топлива на устье, мы выдвинулись в путь на горную реку. Первые километры можно было назвать пробой пера. Заранее я не настраивал водомет, так как время было ограничено. Но в общем и целом он встал на свое место, но лодка шла так, будто могла идти лучше. Поэтому на первой остановке было решено попробовать немного поднять мотор. Делается это просто, под мотор подкладывается рейка. Короче, два действия. Дощечку подкладываем, мы канистру забираем. Мы этот, там привязаны, да? Я думаю, нормально. Товарищ император, засунь туда дощечку. Оператор ты. Саня? Тебе полегче, да? Все, ставь. С той стороны вылетел? Дощечка. Да. А у вас? У нас хорошо. У нас передаст. Ну что, по единичке.
Нет. Что вы там делали? Чуть-чуть ему. Не забитый у тебя? Давай посмотрим сразу. Сразу, потому что в первую очередь индейки. Вот у меня палки были. Снимай. С приподнятым мотором ситуация не поменялась, поэтому мы перешли к вопросу загрузки. Когда мы шли на винте, у нас была самая большая загрузка, и на устье, кроме топлива, мы особо ничего не перекладывали на другие лодки. Плюс я совершил небольшую ошибку и переместил вес ближе к носу лодки, тем самым ухудшив ее ходовые характеристики. А то, что у нас нос загружен, что? Нос слишком загруженный не поедет. Можно должна быть мягкая. Вот. И легкие сюда. Так вот легкий станет. Поднимем. Тяжелая, да? Ну, 20-ка. Остальное такое вроде все легкое. Нос освободили. Все равно. На какой? На третий? На двойку? На двойку. Вот считай, соточкой. Переложив часть груза и разгрузив нос, мы тем самым улучшили ход и продолжили наш подъем по реке. С высокогорья шла тайка ледников и снега, поэтому река была полноводная и с быстрым течением. По берегам лежал еще не растаявший лед, а в самом течении нам встречались дрейфующие льдины.
В таком режиме против течения и с большой загрузкой примерный расход топлива составляет почти 1 литр на километр пути. Поэтому очень важно вовремя заправлять баки, либо их переключать, чтобы бензин не закончился на порогах или около берегового завала. Этот? Где ты говоришь, батарейка? Сейчас тоже качать. Какая-то. Мы постепенно приближались к месту нашего лагеря, и вот уже на горизонте показались живописные, еще заснеженные горы. Когда видишь подобную красоту, все проблемы уходят на второй план. Ты просто о них забываешь. Есть только бурный поток, свежий воздух, лес, заснеженные горы на горизонте, ветер, который сменяется с теплого на прохладный. И тут ты осознаешь, что все длительные сборы, ожидания на переправе, долгий путь по раскаленному асфальту и пыльным проселочным дорогам – все это было ради этого самого неуловимого момента созерцания чего-то прекрасного, вдохновляющего и дарящего небывалый приток энергии.